Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие отцы, братья и сестры, приветствую вновь вас на видеоканале Трезвый Батя. Сегодня вот вместе с отцом Лаврентием мы расскажем о предыдущем дне нашего крестного хода и расскажем про планы на сегодня. Вчера прошли от села Курай до речки Тетугем 22 километра. Все хорошо. Читали молитву по дороге, люди все спокойные, пьяных не было, никто не ругался, не дрался. И пришли вот сюда, возле реки Чуя, вот живописное место, большой склон. Посмотрите, здесь поставили палатки, здесь такие камни. Вот. Вчера была пасмурная погода, а сегодня с утра дождь. Ну и поскольку собирались все, было жарище под 40, да, вот, все собирались и, конечно, ни о каком дожде даже помыслить не могли. Поэтому сегодня проснулись, дождь, у отца Андрея вот протекла палатка, там все капает. Здесь палатка у пацанов тоже промокла, у наших шибалинских. Вот, но, в общем, терпимо, более-менее. Утром, да, вчера вечером сидели у костра, пели военные песни. Вот. Ну, потом вечером помолились и легли спать. А сегодня, вот видите, вот такое полностью... Да, ну палатки, надо сказать, промокли не у всех, потому что у отца Павла и его помощника самая армейская, самая суровая, аскетические палатки, да. У нас тут есть еще вот такие палатки. Они не сдуваемые, не промокаемые, дворец. не сгораемые. Как дворец. Вот. Вот. В целом люди все, так сказать, вышли на утреннюю молитву, большая половина крестного хода. Да. Вот это подвиг. Хотели вчера снимать ролик, который называется «Мода крестного хода», о той одежде, которую люди носят в крестном ходе. Ну а теперь, вот видите, дождь пошел. Вот какая мода у нас теперь. Самые модные, непромокаемые дождевики, плащ-палатки и так далее. Батюшка, расскажите, пожалуйста, о планах на сегодня. Куда планируем мы дойти? Сегодня мы идем до Чаган-Узуна. Нам предстоит пройти 22,3 километра. И не очень много. Надеемся, если дождь не будет прекращаться, тогда мы соберем палатки и сразу загрузим в наш КАМАЗ тенновый. Вот. Потом загрузится кухня, и мы пойдем. Мы не боимся быть вымоченными, потому что когда пойдем на ходу, мы высохнем. Ну и мы надеемся, солнышко все-таки нас сегодня встретит. Обязательно. Как говорится, Господь вымочит, Господь и высушит.